Героям Отечества посвящается. В Государственном музее изобразительных искусств открылась обновленная выставка, приуроченная ко Дню Героев Отечества. Экспозицию пополнили фотоматериалы из фондов, которые в свое время были переданы на хранение родственниками защитников Родины. Мадина Джанхотова была в числе первых посетителей. От героев былых времен не осталось порой имен. К сожалению, имена не всех, кто отдал свои жизни во имя мира на земле, известны обществу и увековечены сегодня в памятных плитах и стелах, названиях улиц и площадей, исторической и учебной литературе. Тех, кто стали народными героями, нынешним поколением нельзя предавать забвению. Материалы удостоенных высших государственных наград Советского Союза и России не одно десятилетие хранятся в музеях. Ежегодно эти экспозиции пополняются новыми документами и информацией о жизни и подвигах героев Отечества. Что может еще человек сделать для Родины, чтобы быть героем, чтобы считаться героем? Кроме того, чтобы отдать свою жизнь сознательно, понимая, что он идет на смерть, пойти на смерть ради Родины. С обновленной выставкой, приуроченной ко Дню Героев Отечества, открывшейся сегодня, уже успели ознакомиться первые посетители. Учащиеся школ, частые гости Музея краеведения имени Тугана Мальсагова. Сотрудница музея Зарета Плиева провела их по залу боевой славы, подробно останавливаясь у каждого стенда, рассказывая ребятам о заслугах героев, запечатленных на этих фотографиях. Среди них герои Советского Союза и современной России. На сегодня здесь очень многое сказали, я узнала о героях Советского Союза и России. Я знаю Асканова, Сулымбека, Юнусбек Мангеевич Евкорова, Руслана Налькиева, Кастаева Абакар. Такие имена, как Саварбек Плиев, Абдулла Цароев, Сулымбек Асканов, Абубакар Кастоев, Ахмед Катиев и Марьям Арабханова хорошо известны как в республике, так и за ее пределами. Большинство из них ушли из жизни в самом расцвете сил и свои награды получили посмертно. Безусловно, для всех последующих поколений их подвиги навсегда останутся примером высочайшего мужества и героизма. Герой Советского Союза у нас Аушев Руслан Султанович, герои, которые наши были во время Великой Отечественной войны, им посвященная выставка. Это еще и герои новой России, которая обновленная Россия. Тоже среди этих героев замечательно то, что первым героем Российской Федерации стал наш земляк, наш любимец Асканов Сулымбек Сусуркулович. Эти два тома, книги о героях страны, могут рассказать многое о тех, кто не вернулся с полей сражений, кто, не жалея жизни, исполнял свой гражданский долг. Можно увидеть в музее и мундиры героев Отечества. Отдельный стенд в музее посвящен первому герою России Ингушу Сулымбеку Асканову. Здесь собраны не только его фотографии и документы, но имеется фуражка, переданная им в дар музею еще при жизни, шлем, а также генеральская форма, подаренные музею сестрой героя России. Здесь же выставлен макет самолета и средства экипировки летчика. Все это ценители истории смогут увидеть, посетив музей краеведения. Выставка, приуроченная ко Дню Героев Отечества, продлится до 15 декабря. Мадина Джанхотова, Малс Гигиев, Мадина Марзиева, Вести Ингушетия.